татарское кладбище относится к Новотатарской слободе. Почему татары стали хоронить сюда, именно вдали от Казани, во времена миссионерства Луки Конашевича, когда шла русификация, христианизация татарского народа, запрещено было строить мечети в Казани, строились храмы, церкви в середине города, в середине Новотатарской слободы, в частности, церковь 4 евангелистов, то татары, соответственно, уходили все дальше и дальше и хоронили своих усопших подальше от этой местности. Сейчас мы совершим небольшую экскурсию по татарскому кладбищу и остановимся в наиболее значимых могилах и расскажем о тех людях, которые здесь нашли покой. Габдулла Тукай, наш великий татарский поэт. Прожил он всего 27 лет. Вы представляете, 27 лет. Совсем юноша, молодой человек. А его провожал вся татарская интеллигенция. Это был действительно всенародный любимый поэт. Сказка Шурале. Есть аул вблизи Казани под названием Кырлай. Даже куры в том Кырлае петь умеют. Дивный край. Хоть я родом не оттуда, но любовь к нему хранил. На земле его работал, сеял, жал и боронил. Страна эта лесная вечно в памяти жива. Бархатистым одеялом расстилается трава. Там ни холода, ни зноя, никогда не знал народ. Свой черед подует ветер, свой черед и дождь пойдет. От малины, земляники, все кругом пестрым-пестро. Набираешь в миг единый ягод полное ведро. Именно так начинается сказка Шурале о лесном лешем, по татарским мифам, который жил в лесу. Он имел один рог на лбу и большие длинные пальцы, такие вот, наверное, как мои перчатки. И легенда гласит о том, что он мог защекотать человека до смерти. И в этой сказке говорится о том, как джигит пришел ночью, стал рубить дрова, стук топора разбудил всю эту нечисть. И, значит, Шурале пришел и к нему говорит: ты почему нарушил наш покой? Я тебя, говорит, защекотаю, давай играть. На что ему джигит говорит: давай, говорит, поиграем, только помоги мне вот это дерево дорубить. И вот эту расщелину, говорит, засунь пальцы. Ну, естественно, леший, сильный, но глупый, засунул палец в эту расщелину, топор вынул, выбил затвор, Батыр, и бревно захлопнулось, и пальцы Шурале защемело. Батыр говорит: ну все, прощай, я ухожу. На что Шурале говорит: Батыр, как тебя зовут, ты даже не представился. На что Батыр говорит: прошлый год, Балтер, Батыр, Балтер. В прошлом году. И вот вся нечисть прибежала, чтобы помочь своему собрату. Шурале говорит: кто тебя, как так произошло? Он говорит: да вот, Балтер, в прошлом году меня защемило. Говорит: ну что же ты, говорит, в прошлом году, говорит, тебя защемили, что ж ты в нынешнем орешь? Вот такая сказка. А тут аналогия есть такая, как вот это. Есть аул вблизи Казани, это как у лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над убитом. Дело в том, что Габдулла Тукай в Уральске учил русский язык и делал переводы Пушкина и Лермонтова на татарский язык. Сам сборник стихов у Тукая, он не очень большой, буквально умещается в один том небольшой книги. Поэтому будет возможность, обязательно откройте, почитайте. А вот сказку Шурале я вам рекомендую прочитать именно с картинками. Все-таки вот этот визуальный ряд, он очень важен. Ну и, конечно, любой концерт, правительственный, межправительственный в Сабантуй заканчивается песней, которая стала фактически гимном татарского народа. И туантель, и матуртель, эткам, энкам немтеле, дыньяда күп нәрсә белдем, син туантель аркалы. Габдулла Тукай, наш поэт. Могилка Марселя Хакимовича Салимжанова, главного режиссера Татарского академического театра имени Галиаскара Камала. Вот тут могилка Габдуллы Тукая, и тут же рядом, прям за ним, похоронен Марсель Хакимович, народный артист СССР, действительно человек, легенда, вырастивший большую, как говорят, плеяду
знаменитых, известных артистов, которые на сегодняшний день являются костяком нашего татарского искусства. Что меня связывает с Марселем Хакимовичем, когда я был студентом Казанского театрального училища, на 1 год старше нас учился молодой, очень талантливый парень Рамиль Тухватуллин. Рамиль Тухватуллин учился в русской группе на актера Русского драматического театра. А так получилось, что татарская группа, она набиралась раз в 2 года. И вот уже будучи студентом, если не ошибаюсь, 3-го курса, Рамиль Тухватуллин принимает решение, потеряв 1 год, перевестись на татарское отделение только потому, что преподавателем там вел эту группу Марсель Хакимович Селимжанов и Ильдар Хайруллин. Так вот, Рамиль Тухватуллин – это человек необычайного дарования, необычайного таланта, что Марсель Хакимович, как человек очень проницательный, сделал на него ставку. И когда в 1986 году отмечали 100 лет со дня рождения Габдуллы Тукая, именно Рамилю Тухватуллину Селимжанов доверил играть главную роль. Потому что Рамиль действительно человек очень многообразный, творческий, и чтец прекрасный, и музыкально одаренный, и поет, и танцует. И причем я хочу сказать, что благодаря той школе, которую дал Марсель Хакимович Рамилю Тухватуллину, Рамиль Тухватуллин сейчас имеет возможность и блистать на сцене Русского драматического театра. А это, можно сказать, уникальный случай, потому что, несмотря на то, что мы живем в Казани, все-таки татарская эстрада сама по себе, русская эстрада сама по себе. Татарская публика татарских театров сама по себе, русская публика русских театров сама по себе. Поэтому вот это взаимозамещение, оно должно быть. И мне очень приятно, когда татарский зритель может видеть во всей красе русскоязычных артистов, а русскоязычные во всей красе могут видеть татароязычных татарских артистов. Это мы должны ценить. Кстати, я еще что хотел сказать. В виде стелы сделано вот это надгробие, а сама эпитафия написана латиницей. СРН, халық артисты, режиссер Марсель Селимжанов. Причем интересно, что написано латиницей. Этому тоже можно дать объяснение. Дело в том, что кто живет за пределами Казани, чтобы для вас это было понятно, татары, современные татары, пишут кириллицей. Ну, Мефодий и Кирилл, создатели русского алфавита. До революции татары писали татарские слова арабскими буквами. В конце 20-х годов перешли на латиницу, буквально в течение 7-8 лет, если не ошибаюсь, с 27 по 35 год, писали латиницей. Это для того, чтобы показать светскость, европейский уровень образования, перешли на латиницу. А затем уже в 35-й, ближе к 40-м годам, перешли на кириллицу. То есть, как русские пишут на кириллице, так и татары стали писать кириллицей. Так вот, после перестройки пошли такие разговоры, что необходимо татарский язык вернуть на латиницу. Еще эта тема была актуальна буквально лет 15-20 назад, поэтому надгробие Марселя Хакимовича написано латиницей. А фактически этот алфавит, он неофициальный. То есть можно сказать, что это новояз. Но это тоже веяние времени. Вы помните, наверное, Гюго, Великая революция, Жерминаль, 9-й Термидора. Когда происходят какие-то крупные политические, исторические события, то в первую очередь что делают? Меняют столицу, переносят, скажем, из Петербурга в Москву, меняют календарь, юлианский, григорианский, старый стиль, новый стиль, мы это с вами знаем, и меняют алфавит. Убирают ижицу, фета, ять. Так и тут была попытка именно отойти от кириллицы и перейти на латиницу. Но сейчас пока официально, даже были таблички на домах, где улицы одно время писали латиницей. Но это было неофициально. Но сейчас официально татарский язык употребляет кириллицу. Марсель Хакимович Селимжанов, главный режиссер Татарского академического театра имени Галиаскара Камала. Прям сразу же на центральной аллее находится могила нашей великой
нашего великого композитора, нашей певицы Сара Садыковой, моей, кстати, однофамилицы. Фамилия Садыков, Садык, образовалась от арабского садык, что означает друг. Кстати, мало кто знает, что Сара Садыкова, ее полное имя Биби Сара, то есть Биби Сара, но затем уже сократили ее имя до Сара. Есть улица Сара Садыковой, но многие ошибочно ее называют улицей Сары Садыковой. Не Сары, а именно Сара Садыковой должно быть. Ну так вот, она родилась в 1906 году, и сразу же после революции, несмотря на то, что это были тяжелые времена, она отправилась в Москву поступать в Московскую консерваторию, поступила, закончила отделение сольного пения, а затем закончила там же в Московской консерватории факультет татарской оперы. Даже был такой факультет, то есть растили национальные кадры. Сара Садыкова пела, сохранились ее уникальные записи 30-х, 40-х годов. И затем она уже стала писать музыку. И вот как Леонид Утесов писал джаз для оркестров Москвы, то Сара Садыкова, она вошла в историю как композитор, новатор. И в частности, ее композиции — это фокстрот и танго. И одна из популярных песен, которая звучит сейчас в различных аранжировках, она называется «Казан кишләре», что в переводе означает «казанские вечера». Находите аналогии? Московские вечера, подмосковные вечера и казанские вечера. Ну и первый куплет этой песни. «Киләле иделнең җиләс җиле, юлларга чәчәкләр сип әле, ак булып, саф булып, истә калсын Казанның кадерле кичләре». Ну и несколько слов об обрядах похорон среди мусульман у татар. Много вопросов в социальных сетях. Так вот, самое главное, у мусульман, у татар сохранилась традиция не пить спиртное на похоронах. У православных употребление спиртного тоже запрещено, только вино, когор можно употреблять во время причащения, символизирующее кровь Христа. Так вот, если на поминках у православных ставят водку и говорят «давайте помянем», то у мусульман даже во времена советской власти эта традиция, дурная традиция, она не прижилась. Это раз. Во-вторых, хоронят мусульман в тот же день, что и он умер, по возможности до захода солнца. Поминки справляются на третий день. И сейчас я скажу несколько слов о предрассудках. Именно 3 дня длится траур по умершему. Свыше 3 дней уже считается это неприлично. Неприлично на похоронах рыдать, рвать волосы, кричать, навзрыд показывать свои страдания. Но почему-то считают, что нужно отмечать и 7 дней, и 40 дней, и 51 день. Хотя знающие богословы, мусульмане, муллы, они говорят, что такого нет. Если ты любишь человека, своего близкого, ты его можешь поминать каждый день. Поэтому вот эти вот числа, их не нужно и можно не соблюдать. Также очень много суеверий у татар, у мусульман во время похорон. Сейчас я часто это слышу, что когда носилки даже пустые выносят на улицу, нельзя ими углы задевать. Что во время, когда идут похороны, пришедший в дом покойника не должен здороваться с присутствующими. И это неправильно. Я специально задавал вопрос мулле, он сказал, как во время намаза нельзя громко здороваться, сказать «Салям, бердик», «Всем привет», «Салям алейкум». То есть, если идет намаз, надо тихонечко встать и помолиться. Но если вы пришли даже на поминки, естественно, поприветствовать надо. Другое дело, что это не нужно показывать эмоционально. Ну и еще я хочу сказать несколько слов о предрассудках. Например, считается, что в один день на поминках должны быть только мужчины, на другой день только женщины. Это все неправильно. И так же, как неправильно, что первые поминки должны быть в доме усопшего. Я задавал этот вопрос мулле, он говорит, а если человек умер в дороге, в путешествиях, в бою, что нам ехать в поле и там проводить поминки? Поэтому все это условности, самое главное помнить и знать о человеке. Точно так же меня садаха бергенде безненчик илетелер. Тети ункул белән бирге кирәк, тети ункул белән алырга кирәк. То есть даешь правой рукой и берешь правой рукой. Это уже больше относится к сфере этикета, нежели религиозных учений. Почему? Потому что если у человека болит правая рука, а если у него нет правой руки, то есть нужно отсекать вот эти вот вымыслы и фантазии. Но подводя итог нашему
репортажу, посвященному Ново-Татарскому кладбищу. Нужно творить добро, нужно остаться в памяти, как остался в памяти наш великий, наш легендарный драматург Туфан Миннулин. Чтобы на надгробии, на эпитафии были написаны произведения человека, которые его обессмертили, и на пьесах которого, на спектаклях которого выросло не одно поколение. Эльдермиштен Эльмендер, Григорий Кевляре, Ильгизар Хэм Вера. Туфан Миннулин. Ну а всем мы желаем добра, счастья, любви. Приходите на кладбище, помяните своих предков, и жизнь станет у вас еще ярче, красочнее и полноценнее. С вами был я, Айдар Садыков, Аркадий Орешников. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, комментируйте и оставляйте свои пожелания. Пока.